Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшары. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Валерий Бганба, члены правительства и депутаты посетили интерактивную мультимедийную выставку «Поезд Победа», расположившуюся на перроне Сухумского ЖД вокзала. Крестный ход о мире прошел в Сухуме. Глава Абхазской православной церкви Иерей Виссарион вместе со священнослужителями прошли от Сухумского кафедрального собора по улицам столицы. Представительство Россотрудничества провело торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и третьей годовщине начала СВО. Десять тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельному этапу от предвоенных лет до триумфальной победы. А внутри каждого вагона ожившие эпизоды военных дней. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба, члены правительства и депутаты посетили интерактивную мультимедийную выставку «Поезд Победы», расположившуюся на перроне Сухумского ЖД вокзала. Уникальную экспозицию увидела и Шезина Ханако. Перрон Сухумского вокзала заполнен людьми с самого утра, а привокзальная площадь вплотную заставлена машинами. Военный эшелон, растянувшийся почти на всем протяжении железнодорожной платформы, впечатляет еще издалека. Люди совершенно разного возраста стремятся своими глазами увидеть выставку. Здесь и группы школьников и студентов приходят с семьями, многие приезжают издалека. Среди посетителей уникального передвижного музея и исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба, а также члены правительства. Мы показали через вагон поезда Сталинград до войны, после войны. Показали немцев, ту самую армию, которая брала Францию и собиралась пойти дальше в Волгу. Поезд Победы состоит из 10 тематических вагонов. Каждый посвящен отдельному этапу – от предвоенных лет до триумфальной победы. Пассажирские вагоны будто прибыли в Сухум из прошлого. На каждом черно-белые кадры фотохроники и знаменитые лозунги. А внутри каждого вагона ожившие эпизоды военных дней. Экскурсию проводит цифровой персонаж – девушка Лидия, прообразом которой стал реальный человек. Возившая эшелоны на фронт машинистка Елена Чухнюк. Членов правительства с выставкой ознакомил автор экспозиции Дмитрий Паштаренко. Восковые фигуры в «Поезде Победы» передают атмосферу Великой Отечественной войны. Они создают реальную картину присутствия, чему дополнительно способствуют меняющиеся картинки за окнами поезда и стук колес. Композиция музея построена в хронологическом порядке. Посетитель начинает свое путешествие с мирного времени, поступательно проходит ключевые события военной эпохи и завершает путешествие Великой Победой. Один из последних вагон, посвященный Токийскому, Хабаровскому, Нюрнбергскому процессу. Потому что на рубеже окончания войны это очень важные вехи. И если бы японцы не были остановлены, если бы не прекратились их испытания биологического оружия, страшно было бы себе представить, что стало с территории, нашей территории. Спасибо. Ветераны войны опять окунулись, да, в прошлое. Официальные, кроме тех, кто замечен в концлагере, тех, кто пропал без вести, сынец военных, еще погибших за нашей маленькой страны, как военная цифра. Тоже население где-то 200-250 тысяч было, представьте, практически все мужское население. Конечно, это человек 55 тысяч было практически все мужское население. Этот проект не просто музей. Это способ сохранить память о Великой Отечественной войне, передать эмоции и переживания тех, кто прошел через ад войны. Поезд Победы напоминает о том, какой ценой была завоевана победа, и о том, как важно беречь мир. Люди в Абхазии чувствуют тему войны Великой Отечественной, принимают по-другому, очень близко к себе. И это чувствуется и во время экскурсии, и вот сейчас после, как принимают людей, как принимают команду поезда. Поэтому для меня такие особенные чувства. И рад, что благодаря поезду я смог оказаться здесь. Ведь для нас Поезд Победы – это не просто музей, это такая возможность сделать настоящую машину времени передвижную. Не стационарно где-то в Москве, где-то в Петербурге, в больших городах, а он делался именно для того, чтобы рассказать и показать людям про прошлое, но рассказать об этом
таким современным языком, методом повествования. И вот компания «Красный квадрат», она сделала возможным находиться в вагонах поезда фактически как в живых. «Поезд Победы» – это уникальный проект, который объединяет прошлое и настоящее. Он показывает, как современные технологии могут помочь сохранить историческую память и сделать ее живой и близкой для каждого. Это не просто выставка, а настоящая машина времени, которая переносит в те страшные героические годы, напоминая о том, что мы обязаны помнить и чтить. Увиденная нами экспозиция, безусловно, потрясает. Это полное погружение благодаря современным технологиям, благодаря работе творческих людей мы погрузились в события нашего прошлого. Это переживания людей, это трагедия людей, это то, что прошла наша страна в том числе. Это наша общая победа, это наша общая история. Я хочу выразить огромные слова благодарности организаторам, в частности, Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, российским железным дорогам, группе творческих людей Невского баталиста, чьим трудом все, что мы сегодня с вами здесь видим, сделано. Это на самом деле потрясающая экспозиция, и я искренне благодарю всех людей, которые причастны к тому, чтобы у нас была возможность посетить этот музей здесь, в Абхазии. Специально к приезду в Абхазию в поезде оборудован нулевой вагон, в котором представлена мультимедийная экспозиция о подвигах героев Великой Отечественной войны из Абхазии. Один из них – Алексей Ласурия, отметивший 100-летний юбилей. Также отражен вклад в победу первой абхазской летчицы Мэри Авицба и танкиста Михаила Кетти. Экспозиция вызывает сильные эмоции у посетителей. Многие говорят, что после посещения начинают по-новому смотреть на историю своей семьи, на подвиги своих дедов и прадедов. Это именно тот эффект, к которому стремились создатели проекта. Мы уже зашли в поезд, побывали там, и там на самом деле очень интересно. Мы когда зашли, там было очень много статуй, там очень интересно рассказывали, там много чего интересного было, мне очень понравилось. Что запомнилось больше всего? То, как люди переживали войну, и то, как они практически все время находились в поездах, и поэтому это как бы стало их вторым домом. Я считаю, во-первых, этот проект действительно грандиозный, и было бы неплохо по нашей войне 1992-1993 года создать нечто подобное. Мне лично очень-очень понравилось. Дети очень заинтересовались. Мы сделали уйму фотографий. И все было настолько просто натурально, по-настоящему. То есть было ощущение, что мы как будто прошли действительно по дорогам этой войны. Понравился последний вагон, потому что там было больше всего... Там дольше всего нам объясняли, что происходило. Мне очень это понравилось. В Сухуме поезд простоит до 25 февраля включительно, а 26 числа поедет в Гудауту. Не упустите возможность посетить поезд Победы. Это не просто экскурсия, это путешествие в историю, которое оставит незабываемые впечатления. Шазина Ханагуа, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, по итогам которого председатель Центра избиркома Абхазии Дмитрий Маршан провел брифинг для журналистов. Глава ЦИК отметил, что в рамках своих компетенций Центральная избирательная комиссия реагирует на каждое обращение. Осталось 3-4 дня для того, чтобы мы провели повторное голосование по выборам президента Республики Абхазия. Мы неоднократно делали обращения к штабам, кандидатам в президенты и кандидатам в вице-президенты о том, чтобы выборное законодательство не нарушали. Для этого мы инициировали, чтобы кандидаты в президенты между собой встретились, переговорили и к определенным соглашениям, чтобы они пришли, исходя из выборного законодательства. Сегодня могу вас заверить в том, что члены Центральной избирательной комиссии единогласны в том, что мы свои компетенции, то, что входит в полномочия Центральной комиссии, мы их выполняем и будем выполнять. Есть вещи, которые в компетенцию
ЦИКа не входит. И хотел бы к избирателям обратиться о том, что факты подкупа, факты административного ресурса, они должны быть установлены Генеральной прокуратурой, и наказание выносит Верховный суд. Мы можем призывать стороны для того, чтобы они придерживались тех законодательных норм выборного характера, которые прописаны в законе. Что касается работы окружных участковых комиссий, мы однозначно там, где есть обращения по работе, по их работе, мы будем реагировать. Мы уже реагируем, и я надеюсь на то, что те люди, которые работают в окружных комиссиях, в участковых, они тоже с пониманием будут относиться, потому что это люди, которые на общественных началах работают. Я их хотел бы поблагодарить, потому что та общественная нагрузка, которая на них лежит, она колоссальная. Вот, ответственность большая, вот, а никаких других полномочий они не имеют. Они в рамках того законодательства, что у нас прописано, по этим рамкам работают. Вот. Сегодня здесь находятся представители двух кандидатов в президенты. Есть в законе прописано члены ЦИК с правом совещательного голоса. Все заседания, все наши мероприятия, которые мы проводим здесь, в присутствии этих двух уважаемых наших коллег. Юрий Зухба от кандидата Бадры Гумба и Гарри Кокай от кандидата Адгура Ардзенба. Мы призываем в очередной раз, чтобы та неделя предвыборная, которая осталась, чтобы она проходила в рамках выборного законодательства, чтобы мы могли помочь нашим избирателям сделать так, чтобы их волеизъявление было беспристрастным, равным и свободным. Вот, мы призываем всех к этому. И поэтому сегодня, когда мы обсуждали те вопросы, которые назрели, вот, я обращаюсь опять к штабам, вот, в лице них вот здесь находятся уважаемые люди, чтобы они помогли сделать так, чтобы донесли до своих штабов, чтобы все нормы, которые закреплены в законодательстве, чтобы они были соблюдены. Кандидаты в президенты примут участие в прямом эфире абхазского телевидения 27 февраля. ЦИК утвердил формат эфирного времени, предоставляемого кандидатам в президенты на государственном телевидении. Кандидатам в президенты предоставляется 2,5 часа эфирного времени. Начало эфира в 21:00. Исполняющий обязанности министра просвещения Абхазии Налгабли и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подписали меморандум о взаимодействии, а также утвердили совместный план мероприятий на 2025 год, сообщает пресс-служба Минпроса Республики Абхазия. Сотрудничество между двумя странами будет охватывать ключевые направления в сфере образования: подготовку педагогов, оснащение школ современным оборудованием, обмен опытом между учителями и развитие образовательной среды. Подписание меморандума – это такой естественный этап наших взаимоотношений, который позволит на перспективу выстроить и определить конкретные дела, конкретные мероприятия нашего дальнейшего взаимодействия. Запланировать целый ряд мероприятий на 2025 год, которые мы уже начали реализовать в начале года. Буквально вчера у нас прошла 7-я по счету международная зимняя школа учителя года в Республике Абхазия. За это благодарю, Сергей Сергеевич, что вы хотите с нами работать, углублять наши проекты, усилять наше взаимодействие. Крестный ход о мире прошел в Сухуми. Глава Абхазской православной церкви отец Виссарион вместе со священнослужителями и прихожанами прошли от Сухумского кафедрального собора по улицам столицы. Участницей крестного хода была и Ульяна Рожкова. Крестные ходы – древняя традиция православия. Они остаются действенным способом у христиан для защиты от несправедливости и зла. Верующие прибегают к нему как последней инстанции в самых безнадежных ситуациях. Люди молятся о мире и благополучии, чтобы не было междоусобной брани. Никаких противостояний и вражды между друг другом быть не должно. Церковь православная всегда прибегала и будет прибегать к этим средствам, которые смягчают злых сердец, чтобы не было вражды, чтобы не было раздражения, чтобы было все мирно. Миром Господу помолимся, чтобы все соединились с Богом, чтобы все жили мирно, чтобы не было никаких противостояний. Наоборот, надо всем соединиться и сделать так, чтобы было единство.
Мы хотим, чтобы в нашей стране абхазской было единство всех тех решений, которые позволило бы всему нашему народу получать то необходимое от этого руководства, которое есть государственное управление. В будний день к Центральному кафедральному собору столицы с самого утра сходились люди. Единственное их желание – это мир на родной земле и сплоченность народа. Участники крестного хода прошли от Сухумского кафедрального собора по набережной Махаджиров и через администрацию президента. Христиане Абхазии молились за единство всего народа. Ульяна Рожкова, Камила Джопо, Абхазское телевидение. Представительство Россотрудничества провело торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и третьей годовщине начала СВО. Здесь также была организована фотовыставка «Мы обвиняем». На черно-белых снимках, представленных в экспозиции, зафиксированы последствия ударов киевского режима по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Дети прочитали стихи, посвященные СВО. Состоялся показ фильма «Сестры милосердия». На мероприятии побывала Ульяна Рожкова. Накануне в странах постсоветского пространства отметили День защитника Отечества, а 24 февраля исполнилось 3 года с начала проведения специальной военной операции. С первых дней СВО добровольцы из Абхазии и Южной Осетии отправились в зону боевых действий и наравне с российскими военными по сей день защищают рубежи и мирное население. За это время в ходе СВО погибли более 55 абхазских добровольцев. 24 февраля – день начала СВО. В этой связи хотелось бы отметить вклад, который вносят наши абхазские друзья, плечом к плечу вместе с нами сражаясь с украинским нацизмом. Уверен, что вместе мы победим. С момента начала специальной военной операции народ Абхазии выразил поддержку России и всецело поддержал и продолжает поддерживать цели и задачи специальной военной операции. Наряду с военнослужащими армии России, добровольцами из разных стран и республик на защиту русского мира встали сыновья Абхазии. Проявляя мужество, они доблестно сражаются за справедливость. Мы благодарны им за доблесть, самоотверженность, за верность долгу и любовь к Родине. В ходе мероприятия, посвященному Дню защитника Отечества и третьей годовщине начала СВО, в стенах Дома Москвы был представлен международный фотопроект под названием «Мы обвиняем». Пожилая женщина, пытающаяся уехать из полуразрушенного Мариуполя, мать с ребенком, спасающиеся от обстрелов, дети и старики, которым пришлось покидать родной край, и множество других снимков, на которых изображены человеческие мучения, надежда на мир и спасение. Экспозиция посвящена мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской, Ростовской, Курской и Белгородской областей. Фотовыставка состоит из снимков российских фотожурналистов, которые провели более 20 месяцев в зоне боевых действий. В ней представлены фотографии, созданные главным редактором журнала «Новые регионы России» Сергеем Винявским в период с мая 2022 по сентябрь 2024 года в зоне проведения СВО и в приграничных регионах России. Вот эти фотографии покажут внимательному зрителю, что люди, которые живут там, пронесли эти ужасы через себя. Мне, наверное, не нужно вам говорить о том, какие ужасы несет война. Вы сами это все пережили во время отечественного народа Абхазии. Вы все эти ужасы знаете. Самое главное, об этом нельзя забывать. В ходе мероприятия герой Абхазии, директор музея боевой славы Мзия Бей отметила, что важно помнить тех, кто отдал жизнь за мир, и поддерживать тех, кто его защищает. Не случайно, видимо, сложилось, что начало специальной военной операции выпало на следующий день после Дня защитника Отечества. День защитника Отечества – это праздник мужества и героизма.
В этот день и сегодняшний день мы отдаем дань тем, кто посвятил свою жизнь служению Родине, тем, кто стоял и стоит на страже мира и безопасности своих стран. От лица представителей интернациональной бригады «Пятнашка» в рамках мероприятия выступил Денис Соломко. Большой привет от нашего командира Ахры Авицба и всех наших ребят, которые сейчас в рядах интернациональной бригады «Пятнашка» выполняют свой долг в зоне СВО. Всегда вспоминаю слова своего брата и близкого друга Аляса Авицба, позывной «Горец», о том, какие были его первые впечатления, когда он приехал. Приехал он в Донецк и, дожидаясь наших ребят, сидел на остановке. Он рассказывал эту историю, многие из вас об этом знают. Сидел на остановке, и недалеко от остановки стояла женщина с ребенком. И был прилет. И эта женщина с ребенком, они погибли. И вот эти вот эмоции, я не могу передать его эмоции, потому что это вот его рассказ. Так вот, задача специальной военной операции, это как раз-таки нацеленные на то, чтобы остановить вот это вот убийство мирных граждан, геноцид простого народа. Также перед собравшимися выступили школьники, которые прочитали стихи о специальной военной операции, и оперная дива Нана Черкезия. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Столичный водоканал сообщает, что в связи с ремонтными работами с полуночи 25 февраля до 22 часов будет прекращена подача воды в новом районе, старом поселке по улице Эшба, в районе вокзала, в Нагорной и центральной частях города, в районах рынка и маяка. В случае плохих погодных условий ремонтные работы будут отложены, о чем будет объявлено дополнительно. Аэропорт Сочи перешел на режим работы по фактической погоде. Есть задержки вылета рейсов, сообщает «Спутник Абхазии» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Отмечается, что пассажиры будут оповещены об изменениях в расписании вылетов. И в завершении выпуска расскажем о погоде. Во вторник, 25 февраля, в Абхазии ожидается снег с дождем. Температура воздуха ночью -4, днем +4 градуса тепла. Температура морской воды +8 градусов. На этом информационный выпуск Амштекшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.